В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина и Алексей Соколов. Здравствуйте. Президенты России и Сербии обсудили двусторонние экономические связи, в том числе вопросы о подключении Сербии к газопроводу «Турецкий поток». Высокоскоростной интернет появился в Вилюйской группе районов. Длина волн составила более 600 километров. Профсоюзы Якутии выступили за исключение жителей Крайнего Севера из перечня тех, кого ждет повышение пенсионного возраста. Из детского сада Тулукчан в селе Намцы самостоятельно ушли двое детей. Один ребенок получил серьезное обморожение. Пожарная безопасность. В Ленске в подъездах многоквартирных домов устанавливают извещатели. Сила России в единстве. Под таким девизом в Якутске в Доме дружбы народов отпраздновали интернациональный Новый год. Визит президента России в Сербию начался символично. Владимир Путин и Александр Вучич вместе возложили цветы к мемориалу сербским и советским воинам в 1944 году, освобождавших Белград, а также к памятнику солдату Красной Армии. Главной темой переговоров двух президентов – двусторонние экономические связи, в том числе вопрос о подключении Сербии к газопроводу «Турецкий поток». Также в повестке дня ситуация вокруг Косово. Напомню, в минувшее воскресенье в Белграде тысячи сербов вышли на антиправительственную демонстрацию. Они требовали гарантировать свободу прессы, прекратить преследование журналистов и не заключать секретных соглашений с Приштиной. Выступления, объединявшие 30 оппозиционных партий, продолжаются второй месяц. Сербский президент заверяет, что вступление в Евросоюз остается главной целью страны. Одним из условий этого является нормализация отношений с Косово. Одновременно Вучич поддерживает тесные связи с Москвой, которая, как и Белград, не признала независимость республики. И сегодня в таком же по-настоящему партнерском и конструктивном ключе мы подробно обсудили весь комплекс двухсторонних отношений. Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. С обеих сторон был подтвержден настрой на продолжение развития многопланового российско-сербского стратегического партнерства в традиционном для наших стран и наших народов в духе взаимного уважения и союзничества. Также президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который разместят в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде. Президенты двух стран возложили в изображение нимба Спасителя фрагменты цветов национальных флагов своих стран. А прибыв в храм, Путин и Вучич поставили свечи к одной из икон, а затем отправились осматривать убранство. Десятки тысяч человек, ожидавших президентов у входа в церковь, не расходились до тех пор, пока Путин и Вучич не вышли из храма. Хвала на приятельство. Также президент Сербии подарил российскому лидеру щенка югославской овчарки, новому питомцу Владимира Путина по кличке Паша, 4 месяца. Югославская овчарка – это порода собак, появившаяся на Балканском полуострове. Ее используют для охраны овечьих стад на горных выпасах, а также в качестве служебной или сторожевой собаки. По легенде, предки этих собак, тибетские мастифы, были привезены из восточных походов воинами Александра Македонского. Как сообщила ранее газета «Блиц», у щенка серьезная родословная на 7 поколений. К другим темам. В Вилюйской группе районов официально появился высокоскоростной интернет. Торжественный запуск линии прошел одновременно. На связь с ситуационным центром главы Якутии вышли Нюрба, Вилюйск и Верхневилюйск. Подробности в материале нашего корреспондента Анастасии Даниловой. Строительство оптической линии связи началось в мае прошлого года. За это время проложено свыше 650 километров волоконно-оптических линий связи, которые охватили 22 населенных пункта Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского районов. Более 53 тысяч жителей получили доступ к высокоскоростному интернету. Но на этом проект «Вилюйский экспресс» не собирается останавливаться. В принципе, все, что будет идти по линии Верхнего Экспресса, мы планируем так или иначе в дальнейшем строить сети 3-го и 4-го поколения.
Также в группе районов появился скоростной мобильный интернет формата 4G и LTE от крупнейшего российского оператора МТС. МТС планирует продолжить работу по устранению цифрового неравенства в регионе как за счет выхода в новые населенные пункты, так и посредством улучшения существующего покрытия. Далее пойдет линия в Кобельский район, по пути будет Кызылсыр, ну и мы планируем закольцевать с городом Якутском. Теперь после доступа к информации в современном стандарте на территории Вилюйских районов будут реализовываться новые проекты. Это даст возможность развивать бизнес, в том числе и в области IT-технологий. Уже есть данные о том, что в том районе, где появляется волоконно-оптическая линия связи, в среднем валовый региональный продукт этой территории растет на 5%. То есть мы ожидаем очень такой существенный рост для этих 3 районов благодаря приходу высокоскоростного интернета, благодаря появлению волоконно-оптической линии связи. В первую очередь появлению скоростного интернета радуются основные его пользователи – молодежь. Я приняла участие в открытии оптоволокна. Я рада, что могу воспользоваться интернетом, когда мне будет угодно. Я могу узнать любую информацию, которую захочу. Для ускорения реализации проекта оператор вел стройку параллельно на 2 участках от городов Мирный и Вилюйск навстречу друг другу. А первым из Вилюйских районов в августе 2018 года к ВОЛС был подключен Сунтарский район. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, Якутск. В Якутии очень много людей, которые берут микрозаймы. Зачастую из-за этого они попадают в ситуацию, когда вынуждены переплачивать высокие проценты. Но скоро все должно измениться. Подробности в сюжете Сусанны Рожиной. Бесконечные СМС, звонки в любое время дня и ночи, угрозы и оскорбления. Что только не идет в ход, чтобы заставить заемщика вернуть деньги. О своей истории нам поведал молодой человек, которого также преследовали коллекторы. Поступали звонки, то есть, получается, от коллекторов разные. И угрожали всяким разным путем. Вот. Хотели приехать на работу. Ну, получается, я, когда взял, мне дали договор. То есть, я в течение месяца или полумесяца должен был им отдать с процентами около 4-5 тысяч. Итого там 13-14 тысяч должно было быть. Но это уже они звонили через месяц, когда я уже не стал оплачивать. С 28 января вступают в силу изменения федерального закона, которые направлены на защиту прав потребителей. Они будут касаться в первую очередь людей, которые вынуждены брать микрозаймы, чтобы не оказаться в той сложной ситуации, когда они вынуждены лишиться имущества. Прежде всего, они касаются задолженности по займам до 1 года, так как задолженность эта не должна превышать сумму основного долга более чем в 2,5 раза. К примеру, если вы взяли 10 тысяч рублей, то по окончании срока пользования вы не должны возвращать больше 35 тысяч. Планируется также снижение предельной задолженности заемщика до 2-кратного размера займа, а в дальнейшем еще ниже. Ограничения распространяются также на размер ежедневной процентной ставки. Теперь она не может составлять более 1,5% в день, а с 1 июля этого года она будет снижена до 1% в сутки. Также изменения коснутся так называемых займов до зарплаты. Законодатели определили новый вид займа. Это займ до 10 тысяч рублей, сроком до 15 дней включительно. И проценты за пользование таким займом не должны превышать 3000 рублей. По новым правилам микрофинансовые организации не смогут передавать права взыскания на так называемым черным коллекторам. Отныне нелегальные кредиторы и коллекторы не имеют права требовать возврата займа по договорам даже в судебном порядке. Данные нововведения, они призваны в первую очередь оградить наших граждан от неконтролируемого роста долговой нагрузки, особенно те слои населения, которые по той или иной причине попали в сложную жизненную ситуацию, а также призваны содействовать очищению рынка микрофинансирования от нелегальных кредиторов. Теперь население более защищено законом перед микрофинансовыми организациями, ведь до сих пор они попросту вгоняли людей в кабалу за малейшую просрочку. Исчезнут с рынка микрозаймов и черные коллекторы. Останутся только те, кто будет играть по новым законодательным правилам. Всю информацию о том, как обезопасить себя, можно найти на сайте finpult.info. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск.
Федерация профсоюзов Якутии начала сбор подписей об исключении жителей районов Крайнего Севера из перечня категорий граждан, которым повысят пенсионный возраст. Завершить работу планируют до 1 февраля. При этом профсоюзы России считают, что повышение пенсионного возраста, в том числе работникам и жителям северных регионов страны, провели без учета особенностей климатических условий проживания. Как сообщает пресс-служба Федерации, ситуация усугубляет наличие слабо развитой социальной инфраструктуры на севере, труднодоступность некоторых районов, низкая плотность населения, низкий уровень качества жизни. По мнению профсоюзов, повышение пенсионного возраста для работников районов Крайнего Севера приведет к дальнейшему оттоку населения. Из детского сада Тулукчан в селе Намцы самостоятельно ушли двое детей. Накануне в прокуратуру района из дежурной части полиции поступило сообщение об уходе малолетних детей из дошкольного образовательного учреждения. Установлено, что 17 января в 16:30 две воспитанницы детского сада 2013 года рождения, оставшись без присмотра воспитателей, самостоятельно оделись и покинули детский сад. Через полчаса одна из девочек самостоятельно пришла домой. Ей диагностировали обморожение пальцев рук и направили в ожоговое отделение медицинского учреждения в Якутске. Вторая девочка после 18 часов была доставлена домой посторонними людьми, подобравшими ее на машине. Обследование выявило у нее общее переохлаждение. Данный инцидент свидетельствует о халатном отношении работников указанного детского сада к исполнению своих должностных обязанностей, в результате чего грубо нарушены требования федерального законодательства. По данному факту прокурором Намского района 17 января текущего года начальнику районного управления образования внесено представление с требованием привлечения к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц и принятия мер по недопущению таких нарушений во всех образовательных организациях района. Отделом МВД России по Намскому району проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, которая находится на контроле прокуратуры. В столице Южной Якутии прошел второй тур ежегодной деловой игры «Импульс». За победу боролись 8 команд по 7 человек, участники российского движения школьников. О направлениях и результатах игры расскажет Екатерина Павлова. Интерактивная деловая игра «Импульс» полюбилась активам детских общественных объединений. 3 направления игры – «Воспитай команду», «Найди свое дело» – это второй профориентационный тур. И на 3-м этапе «Лучшая команда РДШ» ребята представят свои социальные проекты и акции. В течение игры мы не только проводим конкурс, мы проводим обучение. То есть игра интерактивная, они тут же обучаются чему-то и выходят с игры, с каждого тура с каким-то определенным продуктом. Либо это сценарий какой-то акции, либо это сценарий какого-то мероприятия, которое понесет какие-то социальные блага, и так далее. То есть ребята выходят с каким-то уже определенным багажом знаний после каждого тура. В рамках игры «Импульс» состоялось торжественное награждение творческого объединения Центра развития детей и юношества «Мими-люди», которые участвовали во Всероссийском кинофестивале «Движение школьников» в Москве. Конкурс заключался в предоставлении сценария по направлению темы волонтерства. «Мими-люди» в Москве с помощью квалифицированного специалиста сняли ролик по своему же сценарию, получили консультацию от опытных режиссеров и сценаристов, мастер-классы. Гран-при мы не взяли, мы на это не рассчитывали, потому что мы занимаемся совершенно недавно. Киностудия, которая взяла гран-при, она ведется при киностудии какой-то уже сформированной. А мы взяли за лучший сюжет призовое место, мы этим рады, очень довольны. Создание российского движения школьников стало началом новой эпохи развития детей. В основе движения принцип соревновательности и добровольности. Это возможность для каждого участника проявить себя в любом из направлений деятельности организации, развить свои способности и обменяться опытом. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Парашков, Нерюнгри. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Пожарная безопасность. В Ленске в подъездах многоквартирных домов устанавливают извещатели. У православных крещение Господне. Купели осветили почти во всех уголках Якутии. В омовении принял участие и глава республики. Сила России в единстве. Под таким девизом в Якутске в Доме дружбы народов отпраздновали интернациональный Новый год. В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск.
Застройщик долгостроя в городе Мирном назвал новую дату сдачи дома. Вот уже почти 3 года более 150 человек ждут своих квартир. Застройщик «Строймонтаж-2002» заверил, что многоквартирный дом будет готов к 30 января текущего года. Об этом было сказано на совещании правительственной комиссии с участием председателя правительства республики Кирилла Бычкова. После осмотра состояния дома зампред заявил, что заверение застройщика о готовности объекта на 99% не соответствует действительности. Кирилл Бычков заверил, что застройщик может рассчитывать на поддержку в решении возникающих проблем в ходе строительства как у администрации района и города, так и у правительства республики. С начала года на территории столицы зарегистрировано 46 пожаров, в которых погибли 2 человека и 3 получили травмы. Сегодня в Октябрьском округе Якутска прошел рейд по пожарной безопасности. Жители многоквартирных домов проинструктировали инспекторы отдела надзорной деятельности совместно с представителями управляющих компаний и управ округов. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Согласно статистике, в основном пожары происходят в жилом секторе. Основными причинами возгорания являются нарушение правил и эксплуатация электрооборудования, а также печей, а также неосторожное обращение с огнем. На территории Октябрьского округа 235 многоквартирных домов, из них 32 – это деревянный фонд. По данным социальных паспортов, в округе проживают около 470 многодетных семей. Из них 32 состоят на учете в ПДН. Такие семьи первые в списке у инспекторов безопасности. С какого года в этом доме живете? 75-го. А проводку все вот меняли, да, сами? Проводку не меняли. Один раз, помню, да, меняли. Помнишь, когда вы маленькие были? А потом долго не меняли, 20 с лишним лет, даже около 30. Живем уже здесь давно. А дети есть у вас? У меня вот, я живу, где-то похоронила здесь. А это, у меня 3 детей здесь, взрослые уже, у них дети тоже. Обходя одну за другой квартиры, инспекторы обследуют их на предмет старых электропроводок. Проверяют, как используются электронагревательные и бытовые приборы. Напоминают, что делать в случае возникновения пожара и вручают тематические памятки. Пацаны со 2-го этажа воду залили, вон на щиток. Сейчас хоть щиток другой поменяли. Пацаны вот наверху. Также инспекторы проводят осмотр подъездов в деревянных двухэтажных домах. Во многих проводки до сих пор не заменены и везде валяются окурки. В подъездах многоквартирных жилых домов нарушений, увы, не меньше. Загромождение путей эвакуации в коридорах, нарушение изоляции в электропроводках и кабелях, скрутки в электропроводке и другие. Проводятся профилактические обследования, инструктажи с населением. Особенно внимание уделяется многодетным семьям. В основном участились пожары в жилом секторе, в многоквартирных жилых домах. Проводим рейды, раздаем памятки с требованиями пожарной безопасности. Ведется разъяснительная работа. Основное количество пожаров в жилых домах возникает из-за неисправности электропроводок. И если в подъездах за их состояние отвечают управляющие компании, то в квартирах это делается силами самих жильцов. Именно поэтому своевременная замена проводки является залогом безопасности вашей семьи. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. На Навленской городская администрация устанавливает пожарные извещатели жильцам многоквартирных деревянных домов. На 300 тысяч рублей, выделенных по целевой программе, было приобретено 54 устройства. Их установили в 29 домах. Прибором специалисты оснастили каждый подъезд. Датчик находится на 2-м этаже. Устройство реагирует на малейшее задымление. Более того, они оснащены специальными модулями, которые подают сигнал сразу в пожарную часть и на пульт ЕДДС. Данные меры пожарной безопасности в первую очередь коснулись тех жильцов, которые находятся в социально опасном положении. По данным статистики, одной из основных причин пожаров в жилых деревянных домах является употребление алкогольных напитков. На сегодняшний день в общем списке на установку извещателей значится 260 деревянных домов. В случае возникновения задымления пожарный извещатель срабатывает с сопровождением звукового сигнала. Сигнал передается на пульт диспетчера пожарной части с дублированием в ЕДДС, после чего пожарная охрана выезжает и предотвращает факт задымления. То есть уменьшая время развития огня.
Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. Главной традицией этого праздника является окунание в Иордань. И в Якутске осветили крещенские купели. Событие посетил глава Якутии Асан Николаев. Именно он первым окунулся в священную воду. Сейчас купель открыта для всех желающих в районе Зеленого Луга. Здесь установили 5 палаток. Под купель женская и мужская раздевалки и 2 в качестве тамбуров. По республике функционирует 42 купели в 23 муниципальных образованиях. Купель будет работать круглые сутки, вплоть до 20 января. Во время крещенских купаний здесь будет дежурить около 350 человек. Это правоохранители, спасатели и медики. Сейчас, несмотря на все морозы и так далее, мы ожидаем, что по всей республике несколько десятков тысяч человек вот сегодня, завтра окунуться в крещенскую купель, приобщаться к этому святому таинству. Окунание в купель – это же не просто там какое-то моржевание, именно крещенскую купель – это особый такой ритуал, когда ты тем самым приобщаешься к тем изменениям, которые идут в этот день, показываешь Господу нашему стремление измениться, стремление изменить к лучшему не только себя. А в Нерингре крещенское омовение проходит в воде Нерингринского водохранилища, недалеко от поселка Серебряный Бор и на реке Чульман, традиционном месте ночных крещенских купаний. Омовение проходит под контролем спасателей, сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Ожидается, что в крещенских купаниях в Нерингринском районе примут участие несколько тысяч человек. По предварительному прогнозу, в ночь на 19 января в Нерингре ожидаются 30-градусные морозы. Также из Нерингри к месту массового купания на реке Чульман будут ходить автобусы. По городу будут с 18 по 19 число ходить 2 больших теплых автобуса по маршруту «Пятерки». То бишь, начиная с конечки Чурапчи и до реки, до организации именно этой крещенской купели. Автобусы будут ходить с 22:30 до 3 часов ночи. 2 автобуса, будет разрыв между автобусами 30 минут. Сборная из Непала – первая команда, которая прибыла для участия в международных спортивных играх в Витязе. Атлеты прилетели на остров за месяц до начала зимних состязаний. И это не случайно. За 30 дней непальской сборной необходимо освоить новый для себя вид спорта. С лыжными гонками они были незнакомы. В составе сборной 2 юноши и 2 девушки, а также тренер. Спортсменка из Непала поделилась первыми впечатлениями о Сахалине. Сперва было немного сложно привыкнуть к климату, но наши атлеты очень хорошо справляются. А так условия хорошие. Холод для нас – это единственная проблема. Сила России в единстве. Под таким девизом сегодня в Якутске в Доме дружбы народов празднуют интернациональный Новый год. В Якутии проживают представители 120 национальностей и 16 конфессий. Крещенский сочельник Ассамблеи народов республики организовала интернациональный Новый год, приуроченный к 25-летию Ассамблеи. Это мероприятие положило начало году консолидации, объявленному главой республики Айсеном Николаевым. Очень важный для консолидации народов, чтобы мы жили, работали в мире и согласии. И, конечно, мы приложим много сил, чтобы это самый год консолидации проводились многие, значит, и республиканские, и российские мероприятия, как диалог народов, диалог культур. Я бы предложил, чтобы консолидироваться вокруг темы к жизнеустройству по совести. Чтобы у нас в Якутии тема жизнеустройства по совести начала бы обсуждаться. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам!